Сегодня здесь проходит особый чемпионат. Участие в нем принимают те, у кого по каким-либо причинам нет зрения. Здесь нет атмосферы соперничества, лишь дружба, взаимная поддержка и смех. Несмотря на достойные награды, главный приз здесь – возможность провести время, занимаясь любимым делом в окружении хороших знакомых и друзей. Ислам Костоев играет в шашки уже более 10 лет. Для него это не просто хобби. За годы игры он уже не раз участвовал в турнирах разных уровней, как любительских, так и профессиональных. Шашка как минимум шашка лучше Илья перед России чемпионат России. Сейчас здесь проходит второй этап чемпионата. Следующий запланирован на декабрь. Тогда и будет определен чемпион Ингушетии по шашкам. Сегодня участвует порядка 10 игроков. Хусена Плиева, как и многих здесь, можно назвать виртуозом. Одновременно с игрой он разговаривает с другими участниками. В шашках для слабовидящих все основано на тактильных ощущениях. Черные и белые поля доски находятся на разных уровнях. Белая расположена выше черного. Отличаются и сами шашки. Белые с ребристой поверхностью, а черные с гладкой. Цель подобных чемпионатов – социальная интеграция и создание равных условий для самореализации незрячих. У нас именно шашки это каждый год. Мы разделили их на 3 этапа, чтобы мы могли чаще встречаться, чтобы чаще играть. И чтобы и опыт был, и общение было. Собираются и старшие, и младшие. Старшие передают опыт младшим. Чемпионат «Спорт слепых» проводится уже 5-й год подряд. На втором этапе победители и призеры получают кубки и грамоты. А на третьем, к тому же, индивидуальные призы. К примеру, путевку на чемпионат России по шашкам. А при поддержке фонда «Ихсан» все участники получают денежное вознаграждение. Мария Макиева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.